Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеева. Мы начинаем цикл передач о детских заболеваниях. Сегодня мы говорим о сахарном диабете у детей. Для того, чтобы узнать информированность родителей о сахарном диабете у детей, мы провели опрос. Какие причины бывают при сахарном диабете? Причина? Может, в нынешнее время то, что больше они сладости едят. Может быть, то, что это от производителя что-нибудь такое идет уже последнее, не натуральное. Я думаю, надо придерживаться определенной диеты. Наверное, меньше надо есть сахар. Я ничего не знаю. Не знаю. Не сталкивались пока абсолютно, слава богу. Не знаю. Не в курсе. Не болели, даже не знаю. Я не знаю. Чрезмерное употребление сахара. Не знаю. Как проявляется сахарный диабет у детей? Понятия не имею. Честно, даже не знаю. Ребенок постоянно хочет пить, или человек хочет постоянно пить. Там слабость, усталость. Я вот такие симптомы знаю. Как проявляется, не знаю, но я точно знаю, что картошку нельзя есть. Даже не знаю. Без понятия. Честно, нет. Температура повышенная. Сухость во рту, большое потребление воды. Наверное, кожа шелушится, какая-то сухость появляется. Повышенный сахар в крови. У деток выражается повышенным питьем, слабостью, головокружением, кровотечением из носа. Какие осложнения при сахарном диабете вы знаете? Говорят, что с сосудами осложнения бывает. Точно не знаю. Не знаю. Осложнение, слабость. Я так думаю. Симптомы какие могут быть? Сухость во рту. Давление, наверное, еще. Не знаю. Температура, слабость, может быть, даже понос, наверное. Зрение страдает и, насколько я знаю, тромбы образуются. Как-то видно будет по ребенку. Температура там, а дальше я не знаю. Сахара не хватает. Голова кружится. И еще кровь из носа может пойти. У моего двоюродного брата сахарный диабет, он очень худой. Если сахар понижается, то в обмороки падает. У ребенка начинается большой жар, обезвоживание, сухость во рту, меняется цвет мочи, меняется запах мочи. И головокружение большое появляется. Плохо себя чувствует ребенок. Во-первых, это люди инсулинозависимые. Если доходит до этого уже, возможно, гангрена, ампутация конечностей. Наверное, потеря веса, что у них нарушение сна. Не знаю, честно. В результате опроса мы выяснили, что информированность родителей о сахарном диабете недостаточна. Поэтому сейчас мы расскажем вам об этом заболевании. Не все родители знают, как распознать сахарный диабет у ребенка. Болезнь протекает по-разному, маскируясь под другие распространенные заболевания. Сахарный диабет – это заболевание, в основе которого лежит абсолютная или относительная недостаточность инсулина. Различают два основных типа сахарного диабета – инсулинзависимый – первый тип и инсулиннезависимый – второй тип. У детей в основном встречается инсулинзависимый сахарный диабет. Но в последние годы стали встречаться случаи инсулиннезависимого сахарного диабета у детей. Сахарный диабет первого типа характеризуется абсолютным дефицитом инсулина, то есть его настолько мало, что не хватает, чтобы быстро утилизовать глюкозу. И поэтому клетки организма начинают испытывать энергетический голод. Тогда организм решает использовать в качестве энергетического топлива жирные запасы,
Да-да, наш жир – это огромный склад энергии, который расходуется только в крайнем случае. На самом деле расщеплять жир до энергии – очень затратное занятие для организма, поэтому он и не расходуется в мирное время, а используется более дешевое для организма топливо – глюкоза. В условиях дефицита инсулина начинают расходоваться жиры, а в результате расщепления жиров образуются кетоновые тела и ацетон, которые в больших количествах являются очень токсичными для организма. Довольно быстро эти кетоновые тела накапливаются в крови и проявляют свое токсическое действие, а именно происходит закисление организма. И таким образом развивается диабетическая кома или кетоацидоз, и появляются первые признаки сахарного диабета. Ведущим фактором, обусловливающим развитие сахарного диабета первого типа у детей, является наследственная предрасположенность, о чем свидетельствует высокая частота семейных случаев заболевания. Однако для возникновения заболевания необходимо воздействие провоцирующего фактора внешней среды. Наиболее вероятными провоцирующими факторами являются вирусы – эпидпаратита, краснухи, герпеса, кори, ротавируса, энтеровируса, цитомегаловирус и другие. Факторами риска в детском возрасте являются также стрессовые ситуации, физические травмы, избыточное содержание в пище жиров и углеводов, гиподинамия, нерациональная лекарственная терапия, большая масса тела при рождении свыше 4,5 кг, ожирение, хронические панкреатиты, рецидивирующие стоматиты, гнойно-воспалительные заболевания кожи, заболевания с высоким уровнем контринсулярных гормонов, например, тиреотоксикоз, избыточное количество белка в пище на первом году жизни. В течение заболевания различают 3 стадии. Первая стадия – это потенциальное нарушение толерантности к глюкозе, потенциальный диабет. Вторая стадия – это нарушение толерантности к глюкозе или латентный диабет. И третья стадия – это явный сахарный диабет. Потенциальный диабет характеризуется повышенной угрозой возникновения заболевания в течение ближайших 5 лет. Однако развитие заболевания не обязательно. Уровень глюкозы в крови натощак и после нагрузки глюкозой в пределах нормы. Латентный диабет характеризуется отсутствием клинических проявлений заболевания. Уровень сахара в крови натощак в пределах нормы, однако выявляется уменьшенная толерантность к глюкозе. Через 2 часа после нагрузки глюкозой содержание сахара в крови к исходному уровню не возвращается. У детей должны насторожить следующие симптомы. Кожа становится сухой, шелушится, на поверхности возникают небольшие язвочки. Дефекты локализуются вокруг рта, под носом. Если ребенок часто чешется без видимых на то причин, тогда стоит сдать анализ крови для уточнения причины зуда. Также для детей характерно появление энурезы, то есть недержание мочи. У детей появляется нервозность и раздражительность. Резкое изменение поведения ребенка должно насторожить родителей. Больные дети не слушаются родителей, закатывают истерики, плохо контактируют со сверстниками. Дети со скрытой формой диабета, которые только начинают развиваться, употребляют больше сладостей. Такое явление обусловлено нарушением усвоения глюкозы и компенсаторным желанием ребенка скушать еще сладкого. Выделяют еще несколько косвенных признаков, которые связаны с нарушением углеводного обмена. Это частые кошмары. Ребенок жалуется на плохой сон, он встревожен. Родителям не стоит игнорировать жалобы ребенка. Появляется румянец на щеках. Подобное явление возникает после физических игр, пребывания на холоде, перегревания. Нарушение углеводного обмена сопровождается постоянством данного признака. Появляются проблемы с деснами, также повышенная утомляемость. Для детей характерной считается гиперактивность в норме, но здесь при сахарном диабете появляется вялость и нежелание играть, что свидетельствует о возможном нарушении метаболизма. Дети страдают частыми простудными заболеваниями. Сахарный диабет истощает организм и провоцирует снижение защитных сил иммунной системы. Вирусы и бактерии легче проникают в организм и вызывают развитие заболеваний. Явный же диабет характеризуется триадой больших симптомов. Это жажда, обильное мочеиспускание и снижение массы тела на фоне чрезмерного аппетита. По характеру течения различают 2 клинических варианта сахарного диабета – с медленным нарастанием тяжести состояния и
Или второй вариант – с бурным развитием заболевания, протекающим с резким обезвоживанием, интоксикацией, рвотой и быстро наступающей диабетической или по-другому кетоацидотической комой. Каковы же особенности сахарного диабета у детей дошкольного и школьного возраста? Наиболее ранними жалобами в этом возрасте являются недомогание, слабость, головная боль, головокружение, плохой сон, характерно повышенная жажда. Больные выпивают до 5-6 литров воды в сутки. Жажда отмечается и в ночное время. Одновременно с жаждой увеличивается до 2-6 литров количество выделяемой мочи. Вследствие повышенного выделения мочи развивается ночное, а иногда и дневное недержание мочи. Одним из ранних признаков диабета служит похудание ребенка при сохраненном, а чаще при повышенном аппетите. На щеках, на лбу, на верхних веках, подбородке отмечается диабетический румянец. Кожа сухая, с выраженным шелушением на голенях и плечах. На волосистой части головы возникает сухая сиборея. Слизистые оболочки сухие, язык яркий, темно-вишневого цвета. Отмечаются опрелости, гнойничковые заболевания кожи, грибковые поражения кожи. Часто развиваются стоматиты. В связи со снижением сопротивляемости организма больные предрасположены к развитию пневмоний и других воспалительных процессов. К сожалению, сахарный диабет может развиться и в грудном возрасте. Каковы же особенности его течения у детей данного возраста? Заболевание проявляется резким беспокойством. Дети жадно захватывают соску и грудь. Успокаиваются на короткое время после питья. Отмечается снижение массы тела. Нередко родители обращают внимание на необычные, как бы накрахмаленные пеленки из-за отложения на них кристаллов сахара и на липкую мочу. Характерны стойкие опрелости, особенно в паховых областях. Часто присоединяются очаги гнойной инфекции. Имеется склонность к заболеваниям верхних дыхательных путей. Если вы обнаружили у своего ребенка вышеуказанные симптомы, то надо немедленно обратиться к врачу для того, чтобы было назначено необходимое обследование. Ведь все больные с впервые выявленным сахарным диабетом подлежат госпитализации в эндокринологическое отделение для подбора соответствующего лечения. В дальнейшем лечение проводится в амбулаторных условиях. При сахарном диабете, особенно при несоблюдении назначенных врачом рекомендаций, возникают осложнения. Возникающие при сахарном диабете осложнения могут быть специфическими, непосредственно связанными с основным заболеванием, и неспецифическими. Могут быть вторичными, обусловленными снижением сопротивляемости организма и присоединением вторичной инфекции. К неспецифическим осложнениям относятся гнойная инфекция кожи, стоматит, кандидоз, пиелонефрит и другие воспалительные заболевания. Специфическими осложнениями являются диабетическая ангиопатия различной локализации. Это генерализованное поражение мелких сосудов с нарушением кровообращения и функции органов, сосудов сетчатки глаз, головного мозга, дистальных отделов нижних конечностей, почек. Может быть задержка физического развития, увеличение печени, а также склонность к гипергликемической коме и гипогликемическим состояниям. Наиболее тяжелые осложнения сахарного диабета – это диабетическая или кетоацидотическая кома и гипогликемическая кома. Диабетическая кома без лечения приводит к смерти. Больные нуждаются в немедленном лечении и оказании специализированной помощи. Причинами комы являются нераспознанный диабет, недостаточная доза инсулина или несистематическое его введение, грубые погрешности в диете, то есть злоупотребление жирной и сладкой пищей, стрессовые ситуации. В развитии комы выделяют 3 стадии. В первой стадии больные предъявляют жалобы на слабость, головокружение, головную боль. У них появляется жажда, повышенное отделение мочи, тошнота, рвота, боли в животе. Язык сухой, с участками белого налета, в углах рта трещины. Выражен диабетический румянец. В выдыхаемом воздухе ощущается запах ацетона или прелых фруктов. Во второй стадии нарушается сознание. Больные становятся заторможенными, на вопросы отвечают с опозданием, речь невнятная, односложная.
Отмечается шумное глубокое дыхание. Усиливается рвота, нарастают симптомы обезвоживания. Черты лица заостряются, кожа становится дряблой, сухой. Губы и язык сухие, с трещинами, покрыты коричневым налетом. Третья стадия – это, собственно, кетоацидотическая кома. Она характеризуется утратой сознания с постепенным угнетением рефлексов. В этой стадии мочеиспускание практически прекращается. Как же оказать первую помощь ребенку при диабетической коме? При этой коме следует немедленно вызвать специалистов скорой помощи и до их прибытия выполнить ряд последовательных мероприятий. Необходимо уложить больного в горизонтальное положение, обеспечить поступление свежего воздуха, расстегнуть или снять верхнюю одежду, голову больного повернуть на бок, чтобы в случае приступа рвоты ребенок не захлебнулся рвотными массами. Необходимо контролировать положение языка, чтобы он не западал. Нужно определить уровень сахара в крови глюкометром. Уточнить у ребенка, находится ли он на инсулинотерапии. В случае положительного ответа ребенку нужно создать необходимые условия, чтобы он сделал самостоятельную инъекцию или помочь ему ввести инсулин в необходимой дозе. По возможности фиксировать показатели, чтобы сообщить их специалистам скорой помощи. Если пациента знобит, надо укрыть его. Напоить в достаточном количестве несладкими жидкостями. В случае остановки сердечной деятельности или дыхания необходимо проведение реанимационных мероприятий. Больные в любой стадии комы должны быть немедленно госпитализированы. Как же помочь ребенку при гипогликемической коме? Эта кома развивается значительно чаще, чем диабетическая. У детей, получающих инсулин, периодически отмечаются гипогликемические состояния, возникающие вследствие передозировки инсулина, физических нагрузок, длительных перерывов в приеме пищи, недостаточного питания после инъекции инсулина. В основе развития гипогликемического состояния лежит резкое падение сахара в крови, приводящее к снижению усвоения глюкозы клетками мозговой ткани и гипоксии головного мозга. Начальные признаки гипогликемии разнообразны и проявляются острым чувством голода, быстро нарастающей слабостью, чрезмерной потливостью, дрожанием рук, ног или всего тела. Характерны онемение губ, языка, подбородка, нередко возникает головная боль, головокружение. Больные возбуждены, становятся злобными, агрессивными, могут совершать немотивированные поступки. Возможно появление красочных зрительных галлюцинаций. При утяжелении состояния потоотделение становится профузным, возбуждение сменяется апатией, оглушенностью, сонливостью. Ребенок может уснуть в дневное время суток в любом необычном месте, за партой, за столом, во время игры. Появляются признаки дезориентации, расширяются зрачки, снижается мышечный тонус, угнетаются рефлексы, возникают судороги, больной быстро теряет сознание. Лечение гипогликемического состояния проводится в зависимости от его тяжести. Начальные симптомы гипогликемии, когда больной еще в сознании, устраняются приемом сладкого чая, меда, варенья, белого хлеба, печенья, картофеля. Ну а если уж ребенок потерял сознание, то, конечно, здесь необходима помощь медицинских работников. Одним из условий компенсированного течения диабета являются хорошие взаимоотношения между всеми членами семьи, так как ребенок не может по состоянию своего здоровья жить в постоянной депрессии. Поэтому плохой психологический климат в семье – это всегда проблема для больного ребенка. Родители должны знать, что испытываемый ребенком при семейных ссорах стресс может быть причиной развития как диабетической, так и гипогликемической комы. Чрезвычайно важен самоконтроль за течением заболевания. Без регулярного контроля уровня глюкозы в крови поддерживать нормальные или близкие к норме показатели невозможно. И больному и его семье необходимо четко представлять, что самоконтроль является обязательным условием профилактики осложнений диабета. Давайте послушаем рассказ мамы об истории болезни своего ребенка. Мой ребенок болен сахарным диабетом 1 типа. Заболел он в 4 года, неожиданно. Родился крупным, 4 килограмма 100 грамм. Ну и мы с мужем родились тоже крупными. Беременность проходила хорошо, патологий никаких не было. Сын родился в срок здоровым.
До 4 лет он постоянно болел, то бронхитом, то просто кашлял, очень долго не выздоравливая. С самого детства он жаловался на зуд кожи, и мы обследовали его у аллерголога. Врачи сказали, что аллергии нет, но иммунитет слабоват. Перед самой болезнью он переболел ветрянкой, и я заметила у него желтизну глазных яблок и неприятный запах изо рта. Я, конечно, про диабет еще ничего не знала и даже не подозревала, что у таких маленьких детей он может быть. В конце концов, ребенок стал худеть, часто ходить в туалет и пить много воды, а затем и совсем слег без сил. Не хотел даже играть и говорил, что хочет спать. Мы отвезли его в больницу на обследование, и там нам сказали, что у него сахарный диабет на всю жизнь. Сахар тогда у него был 22 или 25 миллимоль на литр. Нас сразу госпитализировали в больницу и сразу сделали укол инсулина. До этого я еще надеялась, что все это неправда, что врачи ошиблись. Но когда ему сделали укол, и он встал и стал скакать и прыгать по кровати, то тогда я разревелась и поняла: это не ошибка, это навсегда. Ребенок меня успокаивал и говорил, что все хорошо, ему же стало лучше, значит, он выздоровел, и больше никаких уколов не будет. А я не могла ему объяснить, что уколы будут всегда. В этом возрасте дети не понимают степень опасности этого заболевания, и на родителей ложится ответственность за их жизнь и здоровье. В больнице мы пролежали 1 месяц, пока не восстановили уровень сахара и не научились жить с диабетом. Сейчас мы уже привыкли к этому уровню жизни, хотя жить с этим очень тяжело и психологически, и финансово. Когда-то моего ребенка не брали даже в садик. Мне говорили, что с такими детьми тяжелее, чем с детьми, у которых ДЦП. А сейчас мой сын спортсмен, закончил педагогический колледж и работает по профессии программистом. Я рада, что он не сломался. И мы, родители, помогли ему в этом. Наша передача подошла к концу. До свидания, берегите себя и своих близких.